Глава региона обсудил с премьер-министром итоги программы «Диалог с народом». Шесть лучших чтецов Корана подведены итоги конкурса на чтение священной книги. Стали известны и имена победителей первенства по боевому самбо. Впереди у них участие во всероссийских соревнованиях. На телеканале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с премьер-министром Русланом Гагиевым и исполняющим обязанности руководителя администрации главы Ингушетии Магомедом Яндиевым. В ходе встречи обсудились вопросы и проблемы, связанные с началом отопительного сезона, а также исполнение поручений по итогам телевизионной программы «Диалог с народом». Напомним, на передачу поступило 443 обращения. Людей волновали земельные вопросы, ремонт дорог, строительство детских садов и многое другое. 339 заявителей уже получили письменные ответы на свои вопросы. По 9 обращениям оказана материальная помощь. Свои жилищные условия после обращения на программу смогла улучшить семья Шавхаловых и селение Майское. Решены вопросы с тротуарами и переходами, сообщил Руслан Гагиев. Юнусбек Евкуров отметил, что ни одно из обращений не должно оставаться без внимания. Он поручил проанализировать все поступившие вопросы. Мы должны слушать людей и помогать им. А чиновников, которые не решают вопросы простых людей, необходимо наказывать, сказал Юнусбек Евкуров. Исполнилось 10 лет с момента присвоения звания города воинской славы Малгобеку. Это событие произошло 8 октября 2007 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Чем заслужил ингушский город такого звания, в материале Тамерлана Хамхоева. Грамота о присвоении городу Малгобеку почетного звания город воинской славы вручается делегации Малгобека. 8 октября 2007 года на торжественной церемонии за мужество и стойкость указом президента России Малгобеку присваивают почетное звание «Город воинской славы». В военной науке есть такое понятие, как перехват инициативы, то есть решительный перелом в вооруженной борьбе. И сражения за Владикавказ и Малгобек стали именно такими решающими событиями. С поражением элитных гитлеровских полчищ на Кавказе провалилась немецкая операция «Эдельвейс». Были спасены нефтяные промыслы страны. Войска Закавказского фронта сорвали планы врага, не позволили ему перебросить силы под Сталинград. Танк ИС-3 и сейчас, спустя несколько десятилетий, стоит на страже Малгобека и всего Кавказа. Место для памятника защитникам города выбрано не случайно, как напоминание всем, кто въезжает в Малгобек, о воинской славе самоотверженных солдат. В городе тоже монументов не счесть. Здесь и памятник павшим малгобекчанам, и могила неизвестного солдата, и стела «Город воинской славы». Особую гордость жители испытывают, посещая музей-мемориал трудовой и боевой славы. Многочисленные экспонаты, выставленные здесь, свидетельствуют о тех днях как никогда громко. Здесь несколько экспозиций, но если вот полностью представить все экспозиции, наверное, вот в любой из этой экспозиции нам бы удалось, наверное, даже заполнить всю эту комнату. До того много материала, а выставить хочется все, и не получается, поэтому мы и так понемножку взяли из всего. Вот здесь у нас есть и оборона Кавказа, и наши ветераны, танкисты, которые здесь воевали, особенно 52-я танковая бригада. Так как музей посвящен в большей степени, можно сказать, обороне Малгобека, то вот вся стена, которая вот там за моей стеной, вот эту всю стену мы отдали именно обороне Малгобека. Основанный 24 августа 1933 года, Малгобек столкнулся со многими испытаниями, которые выдержал с честью. Присвоение Малгобеку почетного звания «Город воинской славы» – дань памяти людям, погибшим, защищая страну. С тех пор минуло больше 70 лет. На местах, где раньше разворачивалась битва за Кавказ, по истечении десятилетий царит тихая и мирная жизнь. Город с каждым днем хорошеет и процветает, однако об огненных 40-х никто забывать и не думает. Любой житель Малгобека помнит, что происходило здесь во время Великой Отечественной войны. И я думаю, что это останется у каждого жителя города Малгобека в сердцах. Эта дата будет отмечаться, наверное, веками, сколько будет существовать Малгобек и человечество. Я бы хотел сказать, что сегодня каждый житель Малгобека – это
очень патриотичные люди, патриотически воспитанные, понимая, зная, что происходило на рубежах к подступу к Малгобеку. Каждый человек считает своим долгом на 9 мая выйти, посетить эти места. Это вечный огонь, это стелла памяти, это памятник неизвестному солдату. Старый парк в Малгобеке – излюбленный уголок жителей города и многих туристов. Здесь можно не только посидеть в тишине и покое. Для любителей истории каждый памятник сам по себе как целый кладезь полезной информации. Об одной только могиле неизвестного солдата можно рассказывать очень долго. По моим данным, я знаю, что на территории Северокавказского федерального округа именно памятник, посвященный защитнику и могиле неизвестного солдата, только у нас в Малгобеке. Памятники защитников-то везде есть, но вот непосредственно, чтобы сделать памятник, посвятить именно неизвестному солдату, вот у нас есть этот памятник. А здесь, в общем, у нас все захоронения, здесь у нас непосредственно лежат участники, защитники города Малгобек, которые погибли, защищая наш город Малгобек. Здесь у нас 791 человек вот на этих двух, значит, мемориальных кладбищах. И дополнительно вот за последние 5 лет мы проводили и большую работу, и администрация проводила работу, и поисковые отряды. Еще дополнительно где-то 486 человек у нас еще в списках защитников города Малгобек. Главное богатство города и его жители. Малгобекчане гордятся тем, что живут в городе воинской славы. Приехав сюда однажды, уезжать уже не хочется, признаются они. С этим согласны и те, кто родился здесь, и те, кто переехал сюда совсем недавно. В этом городе я живу очень давно, практически с рождения. Я здесь родилась. Этот город для меня очень дорог, так как это мой родной город. И среди всех городов Республики Ингушетия он мне нравится больше всех. Не нравится наш город мне не может, так как я в нем, во-первых, родилась, всю жизнь провела здесь, что училась, да, в другом городе. Но у меня все эти 5 лет тянуло обратно в свой город. Пожалела, что поступила далеко. Я живу в городе Малгобек 15 лет. Город Малгобек очень хороший город, мне очень нравится здесь. Здесь хорошая атмосфера, хорошие люди. Малгобек своей богатой историей часто привлекает и туристов, желающих познакомиться поближе с городом воинской славы. Вот и сегодня из Китая приехала группа блогеров. Эти ребята не просто уедут, сфотографировав себя на фоне памятников. Все эти достопримечательности города увидят их десятки и сотни тысяч подписчиков. Для гостей устроили познавательную экскурсию. У нас экспозиция музея начинается Малгобекской оборонительной операции. Вот стенд посвящен Малгобекской оборонительной операции. 12 сентября 1942 году Малгобек был полностью оккупирован немецкими войсками. 就是我们的这个游览先从就从这个宣传册从这边开始。Мы давно знали историю Кавказа, но это первый раз мы были здесь. Это очень хорошо, замечательное путешествие. Гости посетили музей, мемориал и могилу неизвестного солдата. К памятнику возложили цветы. Минута молчания в память о тех, кто защищал родину. Дань уважения к тем, чьи имена высечены на каменных плитах, и тем, чьи имена безвестны. Малгобеку уже 84 года, а городу воинской славы сегодня исполняется 10 лет. И если слава былых героев не будет забыта, а потомки ее приумножат, то цвести и развиваться Малгобек будет еще долгие и долгие года. Тамерлан Хамхоев, Рамзан Зурабов, Новости 24. Квоту на хадж в Мекку и Медину для россиян могут увеличить до 25 тысяч мест. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета муфтиев России Духовного управления мусульман России Рушан Абясов. Этот вопрос рассматривался в ходе встречи короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиз Аль-Сауда с исламским духовенством России. По словам Абясова, квота на каждую страну дается из расчета одно место на 1000 мусульман. А за последние годы количество россиян, исповедующих ислам, значительно возросло. Сегодня около 25 миллионов человек представляют российскую мусульманскую умму. Король Саудовской Аравии ответил, что этот вопрос воспринимается им положительно. Абясов выразил уверенность, что эта цифра будет зафиксирована во время визита российской делегации в Саудовскую Аравию для подписания договора с Министерством по делам хаджа на 2018 год. Напомню, что в текущем году России была выделена квота на 20 500 мест. В СУМ же стали известны имена 6 лучших чтецов Корана. Там подвели итоги конкурса на чтение священной книги. Звание участников оценило строгое жюри, в числе которого были ингушские и дагестанские религиозные деятели. Слово Мадине Пугоевой.
Самый юный участник конкурса, сумевший выучить арабскую грамматику и читающий суры из Корана, приятно удивил собравшихся. Он и еще десяток человек демонстрируют мастерство чтения священной книги. В числе самых маленьких Ясмина Гулиева. Узнав о том, что в Сунже пройдет конкурс чтецов, девочка захотела принять в нем участие. Несмотря на то, что состязаться в знании Корана, согласно правилам конкурса, могут только мальчики, способности Ясмины жюри тоже оценили. Следующих конкурсов я хочу, чтобы в конкурсе участвовали девочки и мальчики. Я буду готовиться. Умение будущих хафизов оценивают не только ингушские богословы, но и гости из Дагестана. В этом году в условиях проведения конкурса произошли изменения. Теперь участников оценивают не только по правильному произношению букв и умению читать выразительно. Акцент делается и на основные правила чтения Корана. Сегодня оценивались номера участников в 10-бальной форме. Махрадж, таджвид в 10-бальной форме, но макам в 3-бальной форме. Почему? Потому что бывали такие случаи, что когда ставили на макам 10 баллов, получалось так, что самое основное, ведь у нас махрадж является махрадж и таджвид. То, у кого не бывало абсолютно махраджа и таджвида, тот выигрывал за счет макама. Хотя макам у нас является второстепенным. Один за другим воспитанники городских и районных медресе демонстрируют свои знания. Для того, чтобы выиграть конкурс, умение читать на арабском недостаточно. Необходимо знать порядок и нумерацию сур и аятов. Каждый участник поочередно читает заданный отрывок из Корана. Кому-то это дается нелегко. А другие участники, напротив, пересказывают без посторонней помощи. Ислам Харсиев впервые принимает участие в республиканском этапе конкурса. Мальчик признается, что готовиться к состязанию начал задолго до его начала. Однако перебороть волнение во время общения с членами жюри у него все же не получилось. Когда я подходил, я очень волновался. Но вопросы не были такие очень сложные. Мне задавали какую-то суру, чтобы я рассказал, чтобы прочитали Коран, по таджвиду задавали. Тогда я возвращался, уже было легче. Впрочем, в число победителей Исламу Харсиеву попасть так и не удалось. Одним из лучших чтецов Корана в младшей возрастной категории члены жюри посчитали Магомед Амина Албакова. Воспитанник Назрановского медресе завоевывает призовое место не в первый раз. Я 2 недели готовился к этому конкурсу, учил джуз аль-амма. Я сегодня очень рад, что получил первое место. Раньше тоже занимал 2 раза. По итогам конкурса объявлены 6 лучших чтецов Корана. Пользуясь случаем, богословы провели с остальными участниками конкурса работу над ошибками. Объяснили им, где и какую ошибку они допустили. Магомед Харсиев, в свою очередь, отметил, что за каждую прочитанную букву их ждет награда от Всевышнего. Этот конкурс чтецов Корана, ставший уже традиционным, собрал около 30 самых лучших воспитанников медресе со всей республики. Ребята смогли проверить свои знания и получить оценку богословов Ингушетии и Дагестана. В завершение встречи собравшиеся прочитали маулид. Мадина Пугоева, Зухра Дугиева, Новости 24. Сегодня по всей стране отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день поздравляют всех тех, кто трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, а также обеспечивает жителей страны другими продуктами. Это праздник не только работников полей и ферм, но и ученых, аграриев, а также работников пищевой и обрабатывающей индустрии, агропромышленного комплекса. В этом году в России ожидается рекордный урожай зерна – порядка 130 миллионов тонн. На сегодняшний день наша страна подтверждает свой статус ведущей зерновой державы и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. В
Сунже продолжается строительство агрокомплекса. В настоящее время возводится каркас и проводятся земельные работы. Объект строится на частные инвестиции. В тепличном хозяйстве планируется выращивать до 9000 тонн овощей. На стройплощадке побывал наш корреспондент. Внести вклад в развитие промышленности в республике и обеспечить регион экологически чистыми овощами местного производства. Именно это стало первостепенной задачей для строительства агрокомплекса в Сунже. Это первый крупномасштабный проект такого назначения, реализуемый в республике. Данная теплица строится в соответствии с поручением главы республики инвесторам о создании подобного первого и современного промышленного тепличного комплекса. В данный момент идет монтаж, окончательная сборка, монтаж металлоконструкции теплицы с интеграцией туда элементов дренажа и обогрева. В проект вложено порядка 2 миллиардов рублей частных инвестиций. Строить объект начали больше 2 месяцев назад. Этим занимается турецкая фирма «Асар». Параллельно специалисты ряда других европейских компаний производят системы для теплиц. Мы не просто строим, мы также и производим все то, что строим. Здесь очень много техники привлечено, как вы сами видите, очень много рабочей силы, в том числе и специалистов, чтобы успеть вовремя сдать объект. Ну, дай бог, с погодой нам повезет, и к Новому году, иншаллах, мы объект дадим даже заранее, то есть за месяц вперед. Объект строится в 2 этапа. В первую очередь предполагается возведение самого тепличного хозяйства. Завершить начальный цикл планируют до конца этого года. Сейчас рабочие занимаются каркасом и выравниванием почвы. На втором этапе уже займутся посевом. На 10 гектарах планируют выращивать 9000 тонн овощей. В основном это томаты. Чтобы вырастить высококачественный продукт, здесь будут применены самые современные технологии. Тут интегрированы очень современные системы. К примеру, здесь применяется система подпитки. Она зимняя, хочу сразу сказать. И выход продукции рассчитан именно на осеннее, так сказать, весенний цикл, естественно, и зимой. Хотя строительство только на начальном этапе, инвесторы уже сейчас задумываются над продвижением своего продукта на местных рынках. Запуск тепличного хозяйства позволит не только обеспечить жителей республики экологически чистыми овощами, а также создаст дополнительные рабочие места. Райдат Халухоева, Магомед Дугиев, Новости 24. В конце этого месяца в Ингушетии 4-й раз пройдет международный кинофестиваль «Золотая башня». На суд зрителей будут представлены киноленты отечественных и зарубежных авторов. Всего планируется показать более 30 фильмов на разные темы, в том числе и работы наших коллег, журналистов национального телеканала. Слово Лейли Гайсановой. «Начало» – один из документальных фильмов, который НТРК Ингушетия представит на Золотой башне. Картина рассказывает об этапах становления республики, начиная с древнего государства дзурдзуков до современности, и каким образом нашим предкам удалось сохранить народ как этнос. Фильм о создании ингушской государственности, начиная с древних веков. Мы знаем, что мы имели очень древнюю историю. История начинается даже с древних дзурдзуков, аланов, и дальше как развивалось наше ингушское общество. То есть то самосознание, которое было у наших прадедов, наших предков, оно привело к тому, что мы, такой маленький народ, живем в своей республике, своей государственности. 25 лет только вперед! Фильм Алексея Ковтуна также будет представлен на кинофестивале. Картину приурочили к 25-летию образования республики. Безусловно, в 50 минут четверть века очень трудно уместить, но автору это удалось. В первую очередь нас интересовала разница. То, что было 25 лет назад, и то, что в республике происходит в последние несколько лет. Даже визуально картинка, кто будет смотреть фильм, даже визуально картинка будет очень сильно разниться. То есть, во-первых, показать это, во-вторых, ответить на вопрос, благодаря чему и благодаря кому, в первую очередь, ведь историю у нас движут люди, благодаря кому такая разница стала возможной. В
Фильм нашей коллеги Аси Видзыжевой «Эгекал» – одна из 4 картин, представленной НТРК «Ингушетия», которую смогут оценить зрители фестиваля. Картина об одном из необычайно красивых и загадочных башенных комплексов, а ведь здесь их десятки, и каждый таит в себе много загадок и легенд. И действительно, Эгекал – то место, о котором должны узнать все. Исторические данные говорят о том, что именно отсюда в средние века началось расселение ингушей. Документальный фильм «Мохк» Хусена Плиева также будет показан на фестивале. Республика представит на нем 6 картин. Всего планируется презентовать более 30 фильмов по разной тематике от 12 стран-участниц. В этом году намечается очень интересная программа. Будут очень много стран участвовать, представлять свои фильмы. И думаю, что вот всем нашим зрителям будет очень интересно входить в эти залы, в которых будут просмотры этих конкурсных фильмов. И будет возможность, вход будет свободный, во всех наших киноточках будут проходить вот эти фильмы. Впервые международный кинофестиваль «Золотая башня» в нашей республике прошел в 2014 году. С тех пор из года в год он радует зрителей кинолентами отечественных и зарубежных авторов. В прошлый год кино на фестивале было представлено около 30 фильмов режиссеров из 8 стран. И уже 4-й по счету киномарафон стартует традиционно в Доме культуры Назрани в конце октября. Лейла Гайсанова, Магомед Урусханов, Мухаммед Миржоев. Новости 24. Актеры драматического театра вернули своих зрителей назад в прошлое. Труппа открыла театральный сезон спектаклем «Две стрелы». На сцене театра развернулось настоящее расследование. Одни устроили заговор и обвинили юношу в убийстве члена своего племени. А другие пытались выяснить, так ли это на самом деле. События происходят во времена каменного века. Я говорю, что так можно подумать. Ведь стрелы-то были твои. Ну и что? Если ты не убивал. Детектив каменного века, пожалуй, одна из самых ярких и динамичных постановок русского музыкально-драматического театра. Необычная история, минимум декораций и полное погружение в первобытный мир. Именно это предлагает своему зрителю главный режиссер. Пьеса «Две стрелы» начинается с новости об убийстве представителя племени Хадок, который должен был сообщить своим близким важную весть. Соплеменники начинают искать злоумышленника. Я не убивал твоего мужа, а я откуда знаю, кто убил? Впрочем, сюжет пьесы напоминает больше характерную современности несправедливость. Человек боя и красноречивые, два самых коварных и злых персонажа, начинают фабриковать улики, подставляя тем самым невиновного юношу по прозвищу Ушастый. Ты мне друг? Да. А ты тоже думаешь, что я мог убить Длинного? На сцене театра Батыр Кациев уже 15-й год. Накопленный за это время опыт и близкий ему по характеру персонаж, признается он, позволили без особых усилий влиться в новую роль. Есть дети, есть взрослые. Вот, то есть такой ребенок среди взрослых. Вот. Это не говорит о том, что он как бы отсталый или что. Просто он любит свою жизнь, он относится к ней как бы с чистой душой, с чистым сердцем. Бедного юношу убеждают признаться в том, чего он не совершал, предлагая взамен позволить ему тайно покинуть племя. Поначалу Ушастому пытается помочь глава рода, который позже понимает, что не в силах противостоять тем, кто решил установить новые порядки. Яркие персонажи, необычные роли, грубый и в то же время простой комизм делает игру актеров эффектной. Для актеров, как говорится, второстепенных ролей не бывает, маленьких ролей. Мы со всей ответственностью относимся к любой роли, какая бы она ни была. И ни для кого не секрет, что из маленькой роли или даже одного выхода можно сделать так, чтобы тебя запомнил зритель. Начальную версию пьесы Александра Володина пришлось подкорректировать с учетом особенностей местного менталитета. Сценические костюмы пришлось сильно переделывать, в то время как в исходном варианте для создания образа персонажа использовались разве что шкуры убитых животных. Алихан Абадиев, один из актеров, примеривших на себе первобытный образ, признается, что новая роль далась ему не сразу. Я смотрел со стороны, как эту роль играл наш актер Чахки Муса, играл потом Ляну Ахмед эту роль играл. И я со стороны смотрел на них, и мне вот это уже было легче уже вжиться в роль, потому что я уже знал и чувствовал как бы эту роль. «Две стрелы» уже успели завоевать признание ингушского зрителя. Эту постановку артисты Русского музыкально-драматического театра ставят уже 2-й год. За это время спектакль нашел немало положительных отзывов у преданных театралов. Мне понравилось особенно, как играют актеры и как они вживаются в роль. Они знают свою задачу и очень прекрасно ее выполняют. Да. Знают, что нужно зрителю, и
хотят это преподать наилучшим образом. Не случайно театральный сезон в этом году артисты драмтеатра решили начать именно с этой постановки. Пьеса с глубоким смыслом и очевидной моралью станет ярким примером и жизненным опытом для понимающего зрителя. Хотели лишний раз зрителю показать, рассказать, что и тогда брат пошел на брата, и, в принципе, за все это, за столько тысячелетий ничего в жизни не меняется. В лучшую сторону, я имею в виду, частные меркантильные интересы приводят к очень плачевным последствиям. Автор пьесы невольно дает понять зрителю, что многие современные люди при всей их цивилизованности ничем не отличаются от дикарей, живших в каменном веке. И это как минимум повод, чтобы задуматься. Мадина Пугуева, Тимур Карахуев, Новости 24. Подведены итоги двухдневных соревнований в Али-Юрте. Там прошел чемпионат по профессиональному боевому самбо. В нем участвовали молодые спортсмены разных весовых категорий. Победители этих состязаний станут участниками первенства России по самбо, которое пройдет в следующем году. Репортаж Залимхана Калоева. Вот и началась долгожданная битва за право выйти в финал и стать победителем. Цель у всех присутствующих одна – забрать титул чемпиона СКФО по боевому самбо. В красном кимоно борется самбист из Дагестана Магомед Кариев, а в синем наш земляк Мовсар Галаев. После 3 минут захватывающего боя право выйти в финал получает ингушский спортсмен. Галаев увлекается борьбой. В самбо пришел он не так давно. Главное отличие этого вида спорта – это наличие кимоно, ведь в нем бороться намного сложнее. За активность кофт волосы дал яндали. Пока он финал халчану, он читал это уже холдок давку. Лет ма интерес улуса, нагям мало дал этомс. Профессиональное боевое самбо – вид спорта травмоопасный. На случай, если спортсмены получат травму, рядом дежурит бригада врачей. Рассечение, растяжение мышц или другая травма, они готовы оказать первую помощь. В зале организовано 2 ринга, в одном из которых борются юноши 2000 и 2001 годов, а в другом ребята 2004 и 2005 годов. Выступления тех, кто помладше, нисколько не уступают по красоте и профессионализму. А вот и финал. В красном Магомед Албагачиев и в синем Адам Зауров. Весовая категория 52 килограмма. И благодаря удушающему приему чемпионом стал Адам Зауров. Самбо является одним из самых популярных и массовых видов единоборств в России. В Ингушетии активно развивается профессиональное боевое самбо, где более широкий арсенал технических действий по сравнению со спортивным самбо, где удушающие приемы строго запрещены. Этот вид спорта, как борьба, дзюдо и смешанное единоборство, приобрели колоссальную известность в регионе. В турнире присутствуют ребята из 4 регионов. Это Республика Дагестан, Кабардино-Балкария, Чеченская республика и Республика Северная Осетия, Алания. Ну и 5-е хозяева – это Республика Ингушетия. У нас последние 2 года подряд берем 3-е командное место по всей России. У нас есть чемпионы России, у нас есть призеры чемпионатов России, обладатели Кубка России. Есть победители всероссийских турниров и мастерских турниров. И вот как мы сегодня наблюдаем, мы уже 2-й год подряд проводим чемпионат СКФО именно у нас в республике, так как головная федерация московская нам доверяет. Тут и слезы после поражения, и радость после победы. Но слезы не от того, что больно, а от того, что обидно. Победители получат грамоты, кубки, медали и, что гораздо важнее материальных ценностей, новый опыт и бесспорно путевку на первенство России по самбо. Залимхан Калоев, Рахман Суров, Новости 24. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.